Всех, Аят Машуль. Алейкум салам. Алейкум салам. Сегодня 27 декабря 2025 года, 19 часов 3 минуты по Брюсселю, 21 час 3 минуты по городу Джохару. У нас 185-й. В прошлый раз был 184-й, по-моему, я сказал 183-й в прошлый раз. Сегодня 185-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. С нами снова сопредседатель Президиума правительства Аят Идигов, постоянный наш соведущий. Стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства в Telegram, в YouTube-канале Reality и в TikTok. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Все остальные пишите комментарии, задавайте, в ТикТок задавайте, в YouTube я их буду читать, зачитывать Аяду. Ну, либо, если хотите принять участие, заходите к нам на Telegram-канал Президиума правительства и уже непосредственно сами можете принять участие. Попросив слова, вам его предоставят. Ну, все как обычно. Просто снова повторяю, что вы знали, друзья. Итак, как обычно, слово Аяду Идигу. Аяд, передаю вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Салам алейкум. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит в мире, как всегда. Ну и самое главное вопрос – это о том, что завтра в Америку летит президент Украины Зеленский, и там во Флориде они будут встречаться и говорить о тех планах, которые рассматривался ранее, значит, у Витков и другие в Москве, то здесь 28 было, то стало 20, и снова завтра будут вот там вот эти все вопросы рассматриваться. Ну и там будет рассматриваться и вопрос, связанный с тем, что Трамп перед Новым годом, видимо, хочет сделать так, чтобы получить какие-то дивиденды перед промежуточными выборами, которые должны состояться в Сенат и Конгресс, как я понимаю, Америки. И эти вот организации государственные, они могут влиять сильно на Трампа как президента, они могут отменить его решение, они могут сделать ему неприятное, как говорится, там могут победить демократы. Но и есть люди, которые еще в самой партии самого Трампа тоже как-то с ним не согласны. И вот в этой ситуации он там приглашает туда, и они будут обсуждать вопросы. Как нам известно, эти 20 пунктов, которые рассматриваются в этом плане, который придумал, конечно же, Кремль, мы знаем, потом обозначили его как американский, там идут разговоры о том, что предлагает Украине, значит, остановиться на тех позициях, которые они есть. Вначале-то Путин там речь шла о том, чтобы, в смысле, я имею в виду боевые действия, остановить войну, и на этом, значит, установить отношения мирные. Там поднимались вопросы, связанные с тем, что они считали, там, Россия считала, что надо им отдать вот эти все территории, которые они захватили, и что они должны, мол, даже отдать те территории этих вот областей, которые еще не успел захватить Кремль, что требует. То есть наглеет, совершенно наглеет этот, Трамп, не то что Трамп, а я имею в виду Путин. И они требуют, чтобы Украина, как государство, оно якобы несостоятельно. И вот эти вопросы будут сейчас обсуждаться. Это обсуждение сейчас идет по всему, как говорится, информационному полю мировому, мне кажется, ну, по крайней мере, Запад, Америка, Украина, Россия, там, ну, и каждый по-своему. И к этому вот такое отношение, какое вот мы можем сказать. Мы можем говорить сейчас о том, что
здесь вот нам с вами известно, что это Америка приняла там концепцию национальной безопасности, в которой она там указывала принципы ее отношения к внутренней, собственно, более говоря, внешней политике Соединенных Штатов Америки, в которой они указывают о том, что все, что противоречит интересам Америки, они не будут помогать, а если даже это и диктаторские какие-то режимы имеется в виду, они тоже могут оказаться, если в пользу, скажем, Соединенных Штатов Америки, они будут это поддерживать. Вот такой принцип. И еще они там записали, что наркотрафик, значит, и вот это вопрос по беженцам, которые к ним идут, тоже надо, значит, закрыть. То есть вот такие вопросы поднимаются, и как будто бы это есть вопросы национальной безопасности. Ну, естественно, там вооружение, все такое остальное, все это говорится. Видимо, исходя из этого действует и президент Трамп. То есть, видимо, не то, что он действует, а это связано с тем, что они вот такую концепцию там, национальной безопасности придумали и приняли ее. То есть, если следовать этой линии, которую они там вот все вот изложили, то получается, что вопрос, связанный с международным правом, практически там и не затрагивается. То есть интересы Соединенных Штатов Америки выше всех интересов даже всех мировых государств. Так получается. С другой стороны, они об этом не говорят, но они говорят о защите своей страны, о ее экономических там проблемах, которые они должны решить. Говорят о том, что, собственно говоря, раньше у Соединенных Штатов Америки, когда был Байден, то там у них врагом, как это было, ну-ка я гляну, секунду, как это было, они рассматривали там, значит, считали, что Российская Федерация России, они считали государством, значит, вредным или незаконно действующим в международном правовом поле и обвиняли Россию. А в данной концепции этого нет. Они считают, что нужно остановить войну в Украине и потом, значит, решать вопросы так, чтобы они были выгодны, скажем, Соединенным Штатам Америки. Вот такая концепция, и на этом фоне сейчас туда едет президент Зеленский, украинский. Что будет там? Как там это может развернуться? Мы можем рассуждать. И понятно о том, что фактически Соединенные Штаты Америки, то есть Трамп, и теперь уже Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы война была остановлена, а не то, чтобы выгнать агрессора с территории Украины. Этот вопрос не стоит. Наоборот, там стоят вопросы, сомнительные вопросы с точки зрения международного права. Могут ли быть какие-то территории переданы, скажем, России, хотя с точки зрения международного права это никак не идет, никак не вяжется, потому что есть международное право, есть принципы невмешательства с внешней стороны, есть и другие принципы. Это здесь вот как бы, значит, сейчас нарушается, и это идет, туда идет Зеленский на ковер, и там они будут его как бы дожимать. Так. Ну, мне кажется, что все же Зеленский этому вопросу подготовлен и будет отвечать там. И он будет один там, как в прошлый раз, если бы поехали, скажем, все лидеры европейских стран, этого нет. Но говорят, что может быть так случится, что они будут говорить по связи напрямую, они будут иметь связь.
Но это еще не точно, но такой разговор я слышал тоже. О чем же все же хочет решить проблему в целом, как они хотят решить. Теперь там, как вы знаете все, наверное, Трамп и этот сам Путин, они поднимают вопрос о том, что якобы Зеленский уже срок его полномочий 5 лет не прошел, и что он незаконен. И давайте проведем выборы власти. Ну, с точки зрения международного права или с точки зрения выборов, выборы должны пройти при свободном волеизъявлении значит, народа, или каждого человека. И под бьющиеся, рушащиеся, скажем, снаряды, дронов, при этих бомбах, при этом давлении сегодня они хотят провести выборы в Украине и заставить украинский народ практически его как бы загоняет в угол и президента Зеленского, и украинский народ, и говорят, давайте соглашайтесь с нами, давайте признавайте все это. То есть дело идут к тому, чтобы сказать, что это согласие самого украинского народа и согласие власти делается, передаются территории Украины, России. Но все дело в том, что, как мы знаем, что кому мы отдаем это? Этому медведю, который в клетке, в которую посадят, как говорил наш первый президент Жагар Дудаев, нам говорят, он говорил, ну садитесь вот в клетку с медведем и решать там вопросы. Теперь у президента Зеленского получается, что у него куда ни кинься, не в ту клетку, везде одни медведи, которые хотят его зажать, и народ зажать, чтобы они сдали позицию и чтобы потеряли свое национальное достоинство. Вот как идет, насколько я это вижу, ситуация так развивается. Мне кажется, что украинский народ не пойдет на это, во-первых. Во-вторых, даже в этих условиях, если они выборы проведут, или референдум проведут, так, он все равно не пойдет. На это не решится, и они будут проводить по всей, так сказать, Украине. И это невозможно, это чрезвычайное нарушение всех норм и прав. Что интересно, именно эти методы они опробовали на территории Чеченской республики Ичкерия, когда они на нас 5 раз нападали, 5 раз, 4 они были нами изгнаны, без всякой поддержки остального мира, при условии лжи, которую на весь мир распространял Кремль и которую воспринимал Запад. И потом, когда говорили, закончить это дело малой кровью. Вот так шла против нас. И мы сегодня видим, что происходит в Украине. Почти так же, почти то же самое, но в других масштабах сегодня поставить хотят на колени украинский народ. А в принципе хотят сделать так, что то международное право, которое было принято в 1948 году после Второй мировой войны, что оно просто буквально нарушается, ее рвут на части. И в соответствии с этим международным правом мы жили в этом мире, хотя оно было, скажем, не совсем доработано, не совсем доведено до ума, потому что не было какой-то ответственности, то есть могли какие-то там рычаги давления отвечать, где-то там пропаганда, чтобы боялись, шум, чтобы не было в мире. И большие государства, особенно Соединенные Штаты Америки, в этом вопросе ответственны, потому что Организация Объединенных Наций у них там. И, значит, международное право тоже под их воздействием принималось. И, конечно, ответственен был и Советский Союз, которого сегодня нет. Эти государства после развала, незаконного развала Советского Союза, почему-то одной из республик, союзных республик, которых было 32 при развале Советского Союза, это республики передали право быть членом Совета Безопасности. Это Кремль нынешний, который не является правопреемником этой
империи, которая тогда была, рухнула, которую разрушили, СССР. Но передали кому в руки? Передали этому, тому же самому его, как говорится, последователю этой империи, снова, который начал возрождаться в лице Российской Федерации России, которая была создана незаконно, потому что подписывали это федеративный договор 31 марта 1992 года не люди, которые были представлены во власти, а те же самые имперские коммунисты, которые ранее сидели во власти, они вместе с Ельциным подписали и создали эту Российскую Федерацию Россию, начали ее формировать с 31 марта 1992 года. Чеченская республика, к слову сказать, это важно для нас. Мы создали свою страну, свою республику, еще будучи в составе СССР. Мы провели выборы и, значит, избрали власть, президент, парламент, все органы местного управления. Я об этом говорю часто, но говорю я для того, чтобы хорошо запомнили вы. Мы создали свое государство по всем признакам международного права, и ни СССР, ни РСФСР не были против нашего государства, которое мы создали в составе СССР. И это было создано по международным всем принципам и по всем его нормам. Однако мы выйти из Советского Союза не могли, как не могли выйти из него и другие республики, потому что в международном праве сказано, право народного самоопределения не есть односторонний акт. И вот когда СССР рухнул, то Советский Союз ушел в бездну, ушло в бездну это все его законы и все его, значит, основы юридические права. И тогда в международном правовом поле Чеченская республика провела, значит, акт, важный факт. Наш парламент принял конституцию суверенного и независимого демократического правового государства со всеми теми нормативами, которые были, значит, заложены в современном международном праве и с интересами нашего чеченского народа. Жить в остальном мире в благополучии и по-соседски жить мирно. Вот что было заложено. Однако эта Российская Федерация России, которая, как вы понимаете, была создана 31 марта, начала формироваться, и Конституция не принимала она, а мы уже 12 марта, мы уже, значит, приняли свою Конституцию, уже завершили полное формирование. И мы не входили и не подписывали это их ложный федеративный договор. И однако, несмотря на это, в конце 1993 года Россия совершила, власть ее в лице Ельцина и его окружения совершила государственный переворот и захватила власть практически и создала незаконным образом путем опроса населения, значит, новую конституцию, в которую они незаконно вписали и нашу Чеченскую республику, которая не подписывала никакой с ними договор и которая была создана ранее, чем эта Российская Федерация Россия, которая была также одной из союза республик Советского Союза. То есть Российская Федерация России не имеет права по логике, по праву международному, по морали, не имеет права быть членом Совета Безопасности, ООН, и ей это право предоставили, и она теперь по всему против нашей республики и против других, она практически может заблокировать любое решение, которое есть, принимается на международном уровне. Таким образом, она вела всю эту политику, она проводила, значит, преступные акции против нашего государства 5 раз, убила около 250 тысяч людей, мирных людей, ни в чем не повинных. И вот такая вот сегодня империя, она продолжает шествие по всему, скажем, миру, особенно на
постсоветском пространстве. Значит, они после нас напали потом на Грузию в 2008 году. До этого раньше на Молдову захватили ее часть Приднестровья. Потом напали в 2014 году на Украину, оттяпали, как говорится, некоторые восточные территории и Крым. И теперь снова они ведут войну против Украины. Это есть продолжение этой имперской линии. И этой имперской линии сегодня неопределенно ведут себя страны, так скажем, демократического мира. Они, приняв это международное право, они, заключив все эти принципы, сами до конца не идут в этом направлении. Они подставили и чеченский народ, который по этому принципу пошел и создал свое государство. Они подставляют и другие народы, которые хотят создать нормально и жить в этом мире. И сегодня практически получается, что некоторые страны демократические все больше и больше склонны к тому, чтобы быть диктаторскими режимами. Как можно было говорить о том, что когда Чеченская республика создала свое государство, ни одна из этих стран, кроме Грузии, не окликнулась в адрес нашего государства и не признала, не поддержала наш народ, который машинально каждый день и ночь убивала это Россия, это новая империя. Теперь, к сожалению, тогда мы предупреждали, это все продолжается и сегодня продолжается против этих вот, я говорил, Грузия, Украина, Молдова, и везде давление идет. И теперь это давление может после того, как они захватят эти территории, которые сегодня, и, скажем, президент Соединенных Штатов Америки, может быть, по непониманию вопроса, может быть, по недоразумению, как-то или иначе пытается способствовать тому, чтобы Россия захватила части территории. Это нельзя допускать. И мы призываем его, чтобы он не способствовал тому. Необходимо, чтобы современное международное право восторжествовало по всему миру. И именно в этом задача тех, кто положил во Второй мировой войне столько миллионов, около 100 миллионов жертв были. Сколько стран пострадало. И было принято современное международное право. Теперь, успокоившись, забыв все это, ситуация разворачивается таким образом, что мы оказываемся перед тем, что получается, что диктаторские режимы в современном мире, которые должны были строго вот придерживаться международного права, они сегодня возобладают, у них экономика развивается, у них, значит, в военном плане они становятся крепче, и они пытаются сегодня нам всем навязать, и каждому человеку навязать свою волю и делать из нас рабов. Рабов тех, кто будет сидеть во власти. Вот такая ситуация. И я надеюсь, что президент Соединенных Штатов Америки Трамп, он умный человек и поймет, что необходимо именно в этом направлении не поддаваться ни России и западным лидерам, которые должны понимать, а я думаю, они понимают, что Россия не остановится на тех подачках, как они говорят, которые им сейчас хотят подать, они пойдут до полностью, будут идти дальше до захвата всей Украины, а потом могут двинуться на всю Европу. Они об этом заявляют открыто, а нам, когда кажется, что они это заявляют, что это их фантазии, а на самом деле эти свои фантазии они реализуют и идут по этому, значит, вопросу, его решая. Так они делали и у нас, и так происходит и сегодня. Вот что я могу сказать по этой ситуации, Аслан, а уж остальные вопросы потом. Давай я на этом сейчас. Спасибо, Аят. Друзья, напоминаю вам, задавайте вопросы, в YouTube задавайте, в TikTok задавайте, у нас идет и в YouTube, и в TikTok стрим, а также на официальной странице Президиума правительства.
Сегодня наш опрос называется «Вопрос, да или нет». 59% сказали пока на данный момент да, 40, Я не услышал этот вопрос, кстати, да. Что-то вот не идет, голос пропадает. Словник Пропадал голос. Файзуллин. Победа Украины станет решающим фактором в деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. Потерял. Да, я понял. Значит, я как раз об этом тоже как раз имел в виду, когда говорил, если победа Украины не будет, не только для Чеченской Республики, для всех остальных народов постсоветского пространства, советского пространства, и даже для европейцев уже будет под сомнением. Нельзя позволять, потому что видимо, мы видим, что Россию, имперскую Россию поддерживают некоторые страны, такие как Корея, Китай, там, Индия и, скажем, некоторые диктаторские режимы, которые дают в этом отношении, значит, отмашку. И они имеют, говорят, что у них вот рушится вот это все, у них финансов нету, они, мол, значит, у них все как раз таки будет сейчас коллапс, и все время мы это слышим, и в то же время мы видим, что никакого коллапса нет, они продают эту свою нефть, они ее там, значит, и так потайно или открыто продают, обходят все эти санкции, и вопрос вот так идет, идет, и не могут сейчас принять конкретные вот эти вот, значит, решения, чтобы действительно блокировать это. Конечно, разговоры были вот недавно, а потом снова это все как бы, значит, ушло в прошлое, и снова вот такая ситуация. И Чеченская Республика, которая создала свое государство по праву, Ичкерия, сейчас она называется, конечно, 16 января 1994 года, и то, что другие вот государства, которые есть, я имею в виду все государства, которые вышли из Советского Союза, тоже находятся под прицелом этой империи. Они это все понимают, они все это знают, но каких-то решительных действий сегодня, кроме как Азербайджана, мы не видим. Кстати, Азербайджан вот активно в этом направлении действует, работает, а остальные пока так вот ведут себя дипломатично достаточно, но они, я думаю, тоже все понимают и потихоньку пытаются противодействовать. То есть это настало время, когда нужно поднимать свой голос открыто, открыто говорить об этом и искать какие-то пути для того, чтобы Россия не могла. Это Россия, одна из республик, территория одной из республик, Союза республик Советского Союза, а не сам Советский Союз. Она сегодня ведет вот эту имперскую, значит, линию и пытается возродить свою на всей этой территории свое государство, именно имперское. Вот это вот это относится и к Чеченской Республике, и к другим. И мы надеемся, что, конечно, это не удастся, что украинский народ стоит плотно и крепко, но в то же время проблема есть. И мы видим эту проблему. Мы должны помогать Украине и информационно, и поддержкой, и политически. И во всех отношениях должны помогать Украине, понимая, что это есть вопрос жизни и смерти, так скажем, Украины и остальных государств, которые вышли из Советского Союза, и не только. Вот так, Аслан. Мгм. Решили уже пятую агрессию. Да. За НАТО. Скоро Соединенные Штаты будут за. Через какое-то время, в 2001 году, 11 сентября, произошло нападение на Соединенные Штаты при использовании, с использованием самолетов пассажирских.
и началась такая международная борьба с международным терроризмом. По этим домам очень много вопросов до сих пор у самих американцев возникает, в том числе рядом стоящий дом, который рядом с двумя высотками, в которые никакой самолет не попал, тоже почему-то разложился и развалился. Да. Затем, когда путинского, российского дружка Башара Асада свергал его же народ, весь Запад, Америка, Израиль поддерживали так называемую демократическую оппозицию в Сирии. Но потом произошел бостонский теракт, где погибли люди, и вот эта вся сила, которая была накоплена для свержения или против Башара Асада, она была переключена на радикальных исламистов и так далее. И сейчас, я вижу подобные паттерны, просто идентичные сценарии, которые повторяются. Сейчас из украинцев лепят людоедов, убийц детей пытаются представить, слава богу, пока не получается, провалы один за одним у ФСБ происходят. И сейчас такое впечатление, что тот же паттерн, тот же сценарий разыгрывается уже непосредственно против Украины. Что вы по этому поводу думаете? Может ли быть, что сольет США, администрация Трампа, точнее будет сказать, Украину, которую она фактически и так сливает, и расчеловечит украинских патриотов и националистов, обзовет их, как нас обозвали когда-то, исламистами, террористами, также обзовут их. Ну и пойдет война цивилизационная против каких-нибудь мусульманских, арабских стран, на которые постоянно на русскоязычном информационном пространстве постоянно кто-то допытается перевести в эту сторону. Что вы по этому поводу думаете, Аят? У вас есть такие параллели, такие сходства, вы замечаете? Что я могу сказать по этому поводу? Конечно, мы знаем, что правительство государств, которые находятся во главе, они используют всегда религиозный фактор для того, чтобы сохранить себя. Обычно, как правило, большинство этих правительств, которые сидят во главе, особенно в диктаторских режимах, они никакой религии, никакого отношения не имеют, но пытаются использовать в своих целях. Так? И они в то же время делают те провокации, которые ты говорил. Делают их против украинцев, они называют их как угодно, лепят им разные ярлыки, как и нам они лепили эти ярлыки. Удастся ли им это делать или нет? Сегодня все же Европа как-то пытается помочь, не то что как-то, она пытается, понимая, что ситуация очень сложная, и что они могут сами столкнуться, делает все возможное, но не необходимое, конечно. Необходимое они пока еще не делают и не могут, и не готовы к этому, к сожалению. Но делать для того, чтобы все же Россию остановить. Будет ли таким образом, вот как ты говоришь, разовьется эта ситуация, удастся ли им это делать? Это вопрос, который, можно сказать, согласны ли эти страны, согласны ли эти народы на то, чтобы, пришла Россия и начала диктовать свои условия. Конечно, они не согласны, конечно, и Германия, и Франция, и другие страны, они сейчас готовятся к тому и в то же время пытаются помочь Украине. А то, что Соединенные Штаты Америки проводят такую политику, принял такую концепцию безопасности, в котором я говорил, это говорит о том, что у них какой-то крен в сторону направлен. В основном они хотели и, видимо, пытались, чтобы американцы не платили за все эти войны, чтобы западные и другие страны не сидели под их зонтиком НАТО и говорили, давайте свой бюджет на военные нужды увеличивайте. Теперь эти страны это начали делать. Ну, конечно, здесь я все, что ты сказал, могу подтвердить, но сейчас
Вопрос, могут ли они это сделать или нет, могут ли они какие-то провокации сделать. Россия везде и всюду делает эти провокации. Она делала это и в Америке 11 сентября, она делала потом с этим братьями Царнаевой, потом она делала это провокации, да возьмите, и по всей Европе она этой провокацией занималась. И сейчас есть опасность, что они в Европе или где-нибудь какие-то у них сидят агентуры, которая может этим заняться. И сейчас, конечно, достаточно остро наблюдает за этим власти и здесь, в Европе, и в Америке, я надеюсь. Но в то же время вот эта линия, которую сейчас объявил президент Трамп, собственно говоря, могу сказать, что Америка превыше всего, Америка превыше международного права, как бы, значит, превышать ее, с моей точки зрения, это будет неправильно, потому что это как бы необходимо, чтобы это действие было в рамках международного права. И к тому же в прошлый раз мы говорили с тобой, что быть президентом первый срок, тогда Трамп подписал закон, согласно которой никакая страна, особенно имелось в виду и Украина, и Кавказ, что Россия не имеет права на это нападать и не имеет права ее захватывать. Это же им подписан этот закон. И сегодня, если он этот закон сам будет нарушать, то это просто невозможно, чтобы случилось. Сам этот закон, который он принял. И поэтому я вот сейчас говорил тебе, да, хотя это не обозначал, Трамп, видимо, пытается через какие-то вот уговоры или через какие-то, скажем, референдумы или выборы, таким образом как-то надавить на власть Украины, чтобы она согласилась передать эти добровольно. Тогда как бы они обходят этот закон, который был подписан самим Трампом в прошлую его каденцию. Так что вот такая идет борьба, что с этим будет. Я думаю, что президент Зеленский все это понимает и думаю, что им это не удастся. И в конечном итоге Россия будет выдворена со всех территорий, вначале с Украины, а потом со всех территорий, которые она незаконно захватила. И надо, думаю, чтобы в этой стране, в этой России, чтобы сам народ там поднялся, чтобы сам народ видел, что это происходит. Но самое главное другое, обратить внимание, что украинцы не бьют по людям, мирным людям, они не убивают мирных людей, они бьют только по военным, скажем, логистике, по военным объектам, где способствуют, значит, удары по тем объектам, по всем домам, жилым, нежилым, по всем везде, где убивают людей, практически убивает людей, но посылает свои ракеты. Москва. А украинцы это не делают. Украинцы могли бы бить по всем этим домам, и чтобы поднялся там, как говорится, ажиотаж, чтобы начали против. Но они не делают. Это говорит о их моральной стороне, о том, что они думают о людях. Вот о чем это говорит. И в этом плане я так думаю, что в конечном итоге другое дело, что до сих пор, хотя в России поднимают цены на продукты, на все остальное, но все же они до сих пор могут держать вот эту ситуацию. И видно, там есть какое-то внутреннее движение, которое мы с вами не видим, потому что они теперь отключают все там YouTube, там каналы, телевидение, все. Они все работают только на внутреннюю свою, а то, чтобы услышали их за кордоном, то, что мы говорим, там Европа, этого нет, ты знаешь. Поэтому вот эта борьба, вот она идет так вот, информационная борьба здесь в целом идет в первую очередь информационная, пропагандистская борьба. И я надеюсь, что все же, как бы то ни было, эта империя с ее злом, человеконенавистническим, значит, подходом современному бытию, оно не пройдет. Я так думаю. Мгм.
Будем надеяться, но в обоих случаях, которых я перечислил, 11 сентября и Бостон, это был теракт. Причем 11 сентября был очень страшный теракт, такого в мире, по-моему, не было такого террористического акта. А бостонский теракт, хоть и был маленьким, но информационно его так раздули, что это стало такое, вот 2 или 3 человека погибших там, и национальная трагедия это Соединенных Штатов. Если сейчас провести, я не знаю, не дай бог, конечно, такую же какую-нибудь, как 11 сентября операцию, или еще мощнее, там, с использованием ядерного какого-нибудь Да-да, заряда, да. чтобы там Иран как будто это делает, или же там еще кто-то делает, и чтобы переключить на любого с Украины. Главное, чтобы фокус внимания у США, у Запада переключился на кого-нибудь другого. То очень даже возможно, дай бог, конечно, чтобы не произойдет, будем наблюдать и информировать, так сказать. Наш грузинский друг задает вопрос, Андро Катарелли. Как вы Да. думаете, в данной ситуации стоит ли строить дорогу, соединяющую Чечению и Грузию? Я слышал про это, там местный, значит, марионетка говорил, что они не хотят, Грузия не хочет, не желает это делать. Я Мгм. в целом я-то считаю, что было бы хорошо построить эту дорогу Я для тоже думаю. перспективы. Мы не будем все время вот так закрыты и зависимы от других там дорог, которые контролируют, допустим, другие, значит, территории, Москва, которая контролирует. Чем больше будет контактов, тем лучше, я так думаю. Если я Можно говорю, вопрос? да, Можно вопрос? Если дорога будет в этой ситуации для грузинской независимости, суверенитета, это не может представлять дополнительной угрозы, что вот они на дороге на танках заедут? но, в принципе, они могут это сделать и с Мгм. моря, и, Мгм. да, через Абхазию, и они могут это сделать через этот, Они так и Дарьянское, сделали. это Да, все. Они могут по воздуху. Сейчас проблем нету. Я думаю, что, могут, а нет. И теперь сегодня власть, которая есть сегодня в Украине, то есть в Грузии, это нельзя сказать, что она антироссийская, невозможно сказать. Она как-то ведет свою независимую политику, но в то же время для перспективы, конечно, эту дорогу, если сделают, то это будет рассматриваться Россией как своя победа. Вот я так считаю. То, что они Мгм. могут иметь туда проход. Они могут со всех сторон, они раньше же делали так, они делали спокойно, посылали свои эти корабли, бомбили в Черном море, по всей Грузии там залпами убивали людей, так мы знаем, да. Там у них стояли базы, там у них были возможности самолетами. То есть для них в этом смысле программы нет. Тем более, что Южная так называемая Осетия, которая находится под пятой у России, они спокойно могут туда пройти и оттуда начать. Там для них не будет проблемы, если в Грузии заходить, по центру даже, Мгм. которая, это Южная Осетия, находится от Тбилиси, ну, я не знаю сколько, каких-то 40 или 50 километров, насколько я понимаю. Вот такая там ситуация, Слав. Мгм. Вот то, что Грузия сейчас не так однозначно себя ведет в отношении США, Запада, как раньше мы, советские граждане, я помню, как у нас в Ичкерии и Америка, и Запад, и Радио Свобода, это все считалось практически святым. Если крылышки еще сзади приклеить, то могли бы по облакам летать. Может ли это быть связано, сегодняшнее отношение Грузии, что вот она, ее правительство, грузинский народ пытаются а, отстаивать в первую очередь грузинские интересы и не поддаваясь на разные слова лести и слова там, красивые слова, которые с разных сторон звучат. Можно ли это назвать разочарованием грузинского народа в Западе, в политике Запада в отношении Грузии? Ну, что можно сказать, так это одно, что власть, которая, значит, после Гамсахурдия, которая пришла, это была незаконная власть. Мгм. Незаконная.
Да, Почему? 100%. Они на всенародно избранную власть во главе с президентом Гамсахурди Зиадом, они ее свергли, так? Да. Конечно, и президент Зиад Гамсахурди погиб, так? И они там привели этого КГБшника Шеварнадзе. После Да. этого к власти пришел выборов не на той платформе, а на платформе, которую принес господин Шеварнадзе. Выборы выиграл этот Саакашвили. И Саакашвили, когда они выиграли, они сделали, правда, такой ход. Их парламент принял решение о признании всех тех решений и о законности действий президента Гамсахурди и Верховного Совета Грузии, что все 5 лет, которые были, это было законно, что они их признают, и все их решения они признают. Таким образом, они признали и признание нашего государства. Об этом мало кто знает, да? Но таким образом они там, русские, другие говорят, вот там Гамсахурди, он был свергнут и все такое. На самом деле он не был свергнут, он был законный президент, избран народом, и, значит, он оставался президентом, и его Верховный Совет, они признали наше государство, а мы взаимно обратно их признали. И после вот того, что я сказал, Саакашвили вот такой вот ход сделал. Он признал все действия Зиада Гамсахурда законными, Верховный Совет его, так? И все, что он принято. Поэтому сегодня Грузии, которые после Саакашвили пришли люди, они вот сегодня непонятно себя ведут, там разное мнение, сейчас вмешиваться сюда мы с вами не можем, но, по крайней мере, есть разные толкования о том, что власть пытается сейчас как-то защитить украинский народ, Грузию, чтобы она не могла попасть под влияние ни одной из сторон, которые бы ущемляли интересы Грузии. Так стоит вопрос. Даже есть люди, которых я знаю, они считают, что вот так вот. Но правда, есть люди, которые сегодня, как и наши вот люди, вот у нас здесь на Западе, вот есть такая компания, которая не имеет отношения к нашему государству, они самозванцы однозначно, мы это не однажды говорили, и Украина их принимает, и там, скажем, Литва их принимает и считается с ними. На самом деле, вот когда ты смотришь на все эти дела, кажется, ну как же можно так, дорогие наши друзья, украинцы, дорогие наши друзья, которых я знаю тоже хорошо, я имею в виду не сам украинский народ, а власти, которые есть. Как вы можете вести такие диалоги, скажем, с самозванцами, которые вы принимаете в парламенте, ведете с ними какие-то договоры, заключаете? Ведь у них нет полномочий никаких от нашего народа. С кем вы договариваетесь, вопрос? Вот так встает. И в Грузии тоже сейчас появились некоторые люди, которые себя не были нигде, никак-то не были во власти, а объявляют себя премьер-министрами и другие. То есть это как бы какая-то зараза, на которую не обращают внимания остальные государства, потому что не считаются с этим. То есть до этого опускаться нельзя, они так думают. Ну, вот такая вот реальность такая, Аслан. К сожалению, да. Да. Здесь Зубайр задает вопрос, может ли Европа даже без США допустить поражение Украины? Но она, если бы допускала это, да, то она бы не защищала его в информационном плане, в военном плане, помощи, там, подсказок, ну, все, что угодно. Вся Европа, практически вся Европа, Европейский Союз на стороне Украины. Мы же видим, да? Другое дело, что у них этих возможностей нет, как и у Америки, которые есть сегодня. И для того, чтобы они как бы стали на ноги, я так скажем, да, им нужно еще лет 10. Вот в чем вопрос. Поэтому они там собирают, как говорится, собираются
помогать Украине финансово, свои там оборонные, значит, промышленность подняли до 5%, а некоторые более говорят, военный свой бюджет. То есть вот эта работа сейчас идет, а если у тебя нет сабли, а у тебя ножичек, вот такая ситуация может оказаться. Но с другой стороны, все это можно купить. И поэтому они пытаются помочь Украине. А Украину, как я сказал, сейчас хотят обмануть. Вот они вот, мол, ты согласись с тем, что мы говорим. Мол, согласись, они говорят украинскому народу. А украинского народа они почему говорят о референдуме? Как? Потому что референдум как можно проводить, если нет свободы волеизъявления? А свобода волеизъявления – это когда на тебя не давят, когда равные условия для конкуренции, когда никаких каких-то выступов, угроз нет. А здесь полные угрозы, полное давление, и даже со стороны самих Соединенных Штатов Америки частично, хотя в то же время говорят, мы это делаем для того, чтобы как-то решить легитимность. Нету там, говорит, мол, Путин. А сам Путин-то совершенно нелегитимен, совершенно незаконен. Он уже сколько, 20 с лишним лет сидит, и он законен, а человек, который избрал весь народ украинский, да, и который не может сделать эти выборы в силу того, что нет условий для проведения выборов, они его пытаются заставить, чтобы он выборы провел. Понимаешь? Вот какая ситуация. Слав? Спасибо, Аяд. Аяд, вот вы упомянули Закаевщину, которая постоянно где-то ездит, там встречается. И вот они общаются с черкесами. Тоже очень как-то странно. И вот в Литве сейчас они были. До этого там они где-то, сейчас уже с черкесами начали они общаться. Вы, знаю, очень много общаетесь с черкесами. У нашего правительства были очень хорошие отношения с черкесским активистами, представителями. Что вы можете по этому сказать? Что такое черкесы? Это что за черкесы? Они тоже же разные, разделены тоже, к сожалению. Ну, черкесы, мы знаем, конечно, это наши братья, как говорится, по Кавказу. Это люди, которые все время, как и мы, жили на Кавказе. И их территория захвачена, это побережье Черного моря, еще царская Россия в то время. И они были, значит, высланы, в основном высланы. Но там остались некоторые территории, сейчас тоже есть Черкесия, есть там Кабардино-Балкария, и где-то там в Абхазии, там где-то их люди остались, так? А многие их находятся в Турции, Европе и в Америке. И поэтому в каждой там части, вот, которых я называл, стран, там находятся свои у них ну, общества, скажем, политические, общественные, которые поднимают вопрос о возвращении их на территорию, свою исходную землю. И они по-разному, вот, не совсем, скажем, в этом вопросе не могут как-то прийти к единому мнению. Не то, что не могут, они, конечно, все заедино, заодно. Но вопрос, что они одни, которые там, будем называть первые, вторые, третьи там на территории самой России, на Кавказе я имею в виду, да, на территории Украины, Турции и на территории Европы и Америки, но у них как-то не совпадает вот точки зрения некоторые, так, и я думаю, что главным образом на них воздействует вот это значит, ну, информационная русская пропаганда среди их зарубежных, скажем, людей, которые находятся, одни имеют вот такую-то позицию, но они едины в одном, они едины в том, что необходимо восстановить ту Черкесию, которая была в прежние года, века. Вот они за это все.
Но подход у них здесь не совсем однозначен. Одним не доверяют, другие другим не доверяют, можно так сказать, какие-то личности. А в целом сам черкесский народ – это воинственный народ, это героический народ, который столько потерпел, столько вытерпел, выехал, выгнали, можно сказать. И как наш народ-то 6 раз ссылали, а насколько их-то ссылали, они вот так вот разбросаны по всему миру. И теперь некоторые части из этих черкесов, они дружат, скажем, с нашими, тоже с нашими самозванцами, которые не имеют никакого отношения. И даже наши самозванцы пытаются сказать им: давайте мы будем за вас говорить, дайте нам полномочия от себя. Вот сейчас вот они были в Литве, там в парламент собирались, и если ты посмотришь, видишь, что там происходит. Вроде бы там черкесский вопрос обсуждался, а везде там вот компания Закаева, и еще здесь есть еще одни наши общественные организации, Сулейманов, вот так они. Правда, в основном Закаева, так? А самих черкесов почти не видно. То есть, и там весь пиар шел вокруг Закаева, с ним они там потом пригласили вот этих вот разных людей там, и непонятно как вот, вроде бы вопрос был о черкесах, а пиарились только вот, скажем, эти. И везде они там вот так вот. Ну, они более близкие, как говорится, той политике, которую проводит Кремль, и вокруг них они как-то кучкуются, и с ним фотографируются, и считают его таким вот там знаменитостью, его раскрутили, конечно, но это они этим и занимаются. Поэтому это вот эта неясность до сих пор, потому что среди, как и нас, чеченцев, да, есть вот эта разная агентура, которая так или иначе пытается расколоть наш народ и наше зарубежье. Так? Наши-то люди, которые вот сейчас я говорю, они-то чем занимаются? В основном они все занимаются тем, что до сих пор они говорили о том, что они властью. Власти у нас совершенно нет, зарубежья нет, нигде нет, что она ушла в прошлое и все такое. А эти говорили, закаевцы говорили, что не надо было нам создавать наше государство, говорили, что нам нужен протекторат, нам нужно, знаете, конфедерацию народов Кавказа создавать, и под это пытались подтянуть и черкесов, и другие народы, чтобы они во главе были, вот эти. Тогда же эти лидеры, которые так уже восприняты, и Россия их фактически, вероятнее всего, ведет, как мы видим, так, под эту шапку они хотели подтянуть черкесов. Но это у них не проходит, насколько я понимаю. Черкесы здесь не настолько наивны, чтобы передать им в руки свою судьбу. Вот что я могу сказать об этом. Аслан? Давайте закончим тогда. Да. Спасибо вам. Спасибо всем, кто слушал нас. Удачи, и все будет нормально. Все будет Ичкерия. Все будет Украина. Слава Украине. Слава. Адиквер, Маш, до свидания, друзья. Адеквер.